начале встречи Егор Борисов доложил о текущей ситуации в регионе. Илдархан подчеркнул, что при росте социально-экономических показателей ключевую роль в этом сыграла схема комплексного развития производственных сил, транспорта и энергетики до 2020 года. Отметим, что в 2006 году перспективный план одобрил сам президент страны в ходе визита в Якутию. Тенденция роста экономики у нас сохраняется в республике. Мы по сравнению с 2015 годом вложили 1,5 триллиона рублей инвестиций в разные отрасли экономики. И особенно большое внимание было уделено развитию инфраструктуры. И, конечно, большой плюс в результате всего этого получил бюджет, соответственно, социальные программы. Хотя до логического конца так называемой схемы 2020 остается еще 4 года. На встрече Егор Борисов предложил новую стратегию социально-экономического развития Якутии теперь до 2030 года. На реализацию этого проекта по нынешним расчетам потребуется более 4,5 триллионов рублей. Тема сегодня, учитывая особенности региона, учитывая важность этого региона на востоке страны, все-таки еще раз подойти уже в последующем принятии перспективного плана развития республики. И особенно здесь уделить внимание не так, как было до этого, именно только на промышленность или на определенные инфраструктурные проекты. Необходимо развивать местное производство. Необходимо развивать то занятие, которым занимаются наши люди непосредственно на месте. Особая у нас территория, климат особый. Не говоря о том, что наша республика это 1/5, даже некоторые говорят 1/6 всей России. Поэтому на таком огромной территории с такими сложными климатическими и, скажем, даже экономическими условиями специальная такая документ, стратегия развития это необходимо. Встреча на самом деле прошла на позитиве. Очень было много слов сказано в адрес нашего главы от слов президента России. Ну и, конечно же, в свою очередь и сам Егор Афанасьевич четко доложил о том, что происходит в республике. То, что по социально-экономическому развитию, конечно же, мы поддерживаем этот новый этап очередной в развитии нашей республики. Остается только четко его выполнять, следить за всеми поручениями, следить за финансовыми потоками и относиться жестко. Илдархан предложил главе государства принять на федеральном уровне специальный документ. Владимир Владимирович поддержал инициативу региона и направил резолюцию с требованием рассмотреть и доложить о предложениях министру экономического развития страны Алексею Уликаеву. И самое главное отличие от многих регионов и Российской Федерации и всего мира – это уникальная природа, уникальные водные ресурсы, уникальные природные ресурсы Республики Саха-Якутия. Их надо сохранить. Вот это, я думаю, в стратегии должно быть основной национальной задачей, основной идеей до 50-го года. Давайте оставим свою республику будущим поколениям такой же прекрасной, какой она является сейчас. Говоря о экономическом развитии региона, президент с главой не обошли тему строительства мостового перехода через реку Лена. Егор Борисов предложил включить финансирование строительства в федеральную целевую программу развития транспортной системы России за 2020 и 2030 годы. Отметим, мостовой переход через Лену вместе с завершением строительства железной дороги Томмот-Нижний Бестях станут круглогодичной опорой транспортной сети республики. Также объект обеспечит круглогодичную поставку грузов вместо сезонного завоза, на 30% сократив ее стоимость. Президент России заявил, что поддерживает идею строительства моста на условиях концессии с привлечением китайских партнеров. Сегодня Владимир Владимирович четко дал понять, что этот проект надо продвигать. Тем более на последней встрече Дмитрия Анатольевича с активистами партии «Единая Россия» прямым текстом говорил, что мост надо построить. Вот, то есть мы получаем сейчас поддержку президента Российской Федерации и, соответственно, и председателя правительства. Я думаю,
этот проект мы с мертвой точкой сдвинем. Помимо этого, глава Якутии выступил с идеей строительства в республике Всемирного центра мамонта. Создание этого центра планировалось давно. Академия наук республики разработала проект, который охватывает сразу 3 направления. Это и научно-исследовательский центр, и создание криохранилища, и расширение музея мамонта. Предварительно выбрано место, где будет создан центр. Это поселок Табага. Одно из таких вот уникальных направлений, которых нет нигде в мире, это будет томография крупных объектов. Это потому что все томографы, они вот рассчитаны в основном на человека, а на крупные объекты их вот практически в мире очень мало. И они вот ветеринарные в основном. И когда у нас такой вот появится именно томограф для крупных объектов, чтобы томографировать мамонта, вот, например, то это будет уже вот уникальный центр. Вот единственный не только в России, но, наверное, даже в мире. Также президент России выразил согласие с позицией главы республики о сохранении действующего соглашения между акционерами «Алроса». Напомним, что в 2013 году подписано соглашение о сохранении уставного капитала компании корпоративного контроля государства в лице Российской Федерации и Республики. На сегодня Якутия имеет 25% плюс 1 акцию. Руководству республики тут надо отдать должное, что именно произошла когда идет вопрос о переделе собственности, да, вот именно вот в такое время произошла с Москвой договоренность, что Алроса, именно собственность республики в Алросе, остается нетронутым. Это уже, можно сказать, очень занятным вопросом. Вот как мы принимаем бюджет Республики Саха-Якутия, он на сегодняшний день составляет доходная часть порядка 160 миллиардов рублей. А Алроса дает порядка 32 миллиардов рублей. Но вообще говоря, основные доходы нам дают 4 компании. Алроса, Роснефть, Транснефть, ну и Мечел 2%. 80% это основные компании, которые держат бюджет Республики Саха-Якутия. Конечно, важно сохранить контроль над компанией. Но очень простой пример. Компания перерегистрируется в Москве, ну или в Архангельске, и уйдут наши налоговые поступления. Мы, как владельцы блокирующего пакета акций, можем этому воспрепятствовать, и этого не произойдет. Хотя бы вот этот момент он является основополагающим для бюджета и для благополучия жителей Республики Саха-Якутия. Курс взят. По итогам встречи будет продолжена работа с федеральным центром. Руководители органов власти держат на особом контроле работу по реализации поручений президента России. Александра Хлопкова, Гавриил Дьячков, Александр Жуков, Якутия. День за днем.